Итак, государственные требования к сайтам образовательных организаций. И сегодня хотелось бы остановиться на таких вопросах, на которые следует обратить внимание. Поскольку данный вебинар уже проводился в марте, в частности 14 марта 2019 года, и там все эти вопросы были рассмотрены очень подробно, в конце вот этой презентации я потом вам скину ссылочку, в чате тоже скину ссылочку на запись предыдущего вебинара. Поэтому сегодня подробно останавливаться не будем и буквально пробежимся по некоторым нормативным документам и по некоторым вопросам, которые возникают в результате работы над сайтом образовательной организации. Значит, сейчас на слайде у меня высвечены те вопросы, на которых я сегодня хотел бы остановиться. И первый вопрос: где можно размещать сайт, на каких серверах должен быть размещен сайт? И ответ на этот вопрос однозначный. Серверы, на которых размещается сайт образовательной организации, школы, детского сада, профессиональной образовательной организации, должен находиться на серверах в Российской Федерации. И за нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность, ну и в частности за это нарушение руководители могут быть оштрафованы на указанные суммы. Следующий момент, на котором мы остановимся, это те законодательные нормативные документы, которые регулируют действия работы с сайтом образовательной организации. В частности, это закон об образовании, в частности, статьи 28, 29, ну и статья 30, в которой перечислены локальные акты, которые должны быть тоже размещены на сайте образовательной организации. Значит, смотрите, очень часто приходится искать тот или иной локальный акт в образовательной организации, а его, к сожалению, на сайте иногда он отсутствует. Но вот в частности сейчас много возникало вопросов по ГИСЭО, что делать с учащимися, девятиклассниками в частности, которые не справились с итоговой аттестацией и были условно переведены или условно выпущены из образовательной организации. Но вот, к сожалению, я пытался найти на многих сайтах это положение о выпуске и переводе учащихся, и оно, к сожалению, отсутствует. Такой важный нормативный документ, потому что в ГИСЭО возникали эти вопросы, что делать с этими учениками. Школа не открывает учебный год, потому что ждем, когда будет ликвидирована задолженность. И вот этот нормативный акт как раз и должен регулировать, что делать с этими учениками. Учебный год закончился, то есть по ним педсовет должен принять решение на основании положения о переводе и выпуске. То есть если ученик не справился, он должен быть либо условно переведен, либо оставлен на второй год. Других вариантов, что ждем ликвидации задолженности, быть не может. И, значит, это требование, это закон об образовании определяет, что за создание и ведение сайта отвечает и несет ответственность образовательная организация. И образовательные организации формируют открытые общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации. И здесь же в законе перечислены те пункты, буквально я все не стал высвечивать, значит, можно в законе посмотреть. И, в общем-то, это все обсуждалось на предыдущем вебинаре. То есть перечислено, какая информация должна быть на сайте. Именно какая информация. Какие копии документов должны быть на сайте образовательной. Сказано копии, значит копии. Если это устав, то первая страница с печатями тоже должна быть. Если это приказ, то копия приказа. С лицензией понятно, да? План финансово-хозяйственной деятельности тоже должен быть, первая страница должна быть с печатью.
Дальше отчеты о результатах самообследования, документы о порядке оказания платных образовательных услуг, и если эти услуги не оказываются, то есть вот все пункты перечислены, но если какой-то пункт у вас не реализуется в образовательной организации, так и должно быть написано. Платные образовательные услуги не оказываются, там, предположим, стипендии не выплачиваются и так далее. Задавались вопросы по поводу предписаний органов, осуществляющих контроль, как долго они должны находиться на сайте. Ответ был следующий, что до их выполнения, то есть после выполнения предписаний эти документы могут быть убраны с сайта. Значит, следующий документ – это требование постановления правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 года, номер 582. Это требование к сайтам образовательных организаций. Последняя редакция этого документа 21 марта 2019 года. Этот документ утверждает правила размещения на официальном сайте образовательной организации и порядок обновления информации об образовательной организации. О педагогической, в частности, этим документом регламентируется, какая информация должна быть размещена о педагогических работниках. И дальше мы будем рассматривать, надо ли брать согласие с педагогических работников на размещение этой информации. Ответ, что вот именно на размещение этой информации согласие с работников брать не обязательно. Значит, в этом документе также регламентируется требование, в течение какого времени должна обновляться информация. И вот, в частности, не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений. Значит, информация размещается на официальном сайте в текстовой или в табличной форме, а также в форме копий документов. В некоторых образовательных организациях, там, где у вас структура, показана схема, то есть в виде схемы. Но вот, к сожалению, в нормативных документах нет такого варианта, что в виде какой-то схемы. То есть это либо должен быть текстовый какой-то вариант, либо в табличной форме. Поэтому посмотрите, проверьте, в какой форме, например, у вас ваша структура образовательной организации размещена. Ну и некоторые технологические требования, что доступ к ней должен быть без всякой дополнительной регистрации, доступ должен быть свободным, возможность копирования информации и так далее. То есть это все тоже устанавливается вот этим постановлением. Еще один документ – это приказ Рособнадзора 785 от 25 мая 2014 года. Требования к структуре официального сайта образовательной организации в сети интернет и формату представления на нем информации в редакции от 2 февраля 2016 года. Вот. И как раз здесь говорится, что на сайте на главной странице сайта должен быть создан раздел «Сведения об образовательной организации». Вот этот специальный раздел, он не где-то спрятан, он должен быть виден, доступен сразу же при входе на ваш сайт. Поэтому посмотрите тоже еще раз, все ли так у вас. И в том числе в этом документе прописаны требования, что доступ к страницам, он должен быть, этот раздел должен быть в виде страниц, набора страниц или иерархического списка, или ссылок на другие разделы сайта. И меню должно быть доступно с любой страницы. Вот смысл этого документа, что меню на специальном разделе должно быть доступно с любой страницы, вы можете перейти на любую другую страницу сайта. Уже говорили, что документы представляются либо в виде копий, или в формате PDF, XLS, или текстовые документы. Видите, нет документов там в JPEG, например. То есть обратите тоже на это внимание. И есть определенные требования к ссылкам, которые размещены на страницах сайта.
тоже в этом документе определены. Посмотрите еще раз, все ли у вас соответствует. И еще такие вопросы возникают. Вот может ли вышестоящая организация обязать образовательную организацию разместить сайт конкретного провайдера или с конкретным адресом? Ну, ответ нет, не может. Это является грубейшим нарушением законодательства, потому что и законом образования утверждено, что ведение сайта образовательной организации находится в исключительной компетенции образовательной организации. Коллеги, я приостановлю, посмотрю, что у нас творится в вебинаре, потому что мне как бы не видно презентацию. Так, и, к сожалению, она у меня не загрузилась. Не загрузилась почему-то. Так, хотя нет, загрузилась. В принципе, загрузилась. Единственное, она должна была отобразиться вот в нижнем окошке для того, чтобы вы ее могли скачать. Не пойму, почему ее не видно в нижнем окошке. Ну, может быть, появится. Коллеги, значит, я продолжу демонстрацию рабочего стола, а вот здесь в нижнем окошке, если появится презентация, то ее можно будет скачать. Ну все, почему-то у меня не отображается. Вот кто-то, Ольга Марахонько, ответила, что презентация видна в нижнем окне, ее можно скачать. Чуть попозже я сейчас сюда подгружу еще один документ, поэтому вот все эти пункты, по которым мы проверяем, там порядка 80 пунктов, вот этот файлик экселевский я тоже подгружу сюда. Даже по окончании вебинара вы его сможете скачать. То есть вот то, о чем мы сейчас говорим, и из закона об образовании, и из требований к сайту образовательной организации, вот эти все пункты мы выбрали в экселевский файл, и вы можете буквально по ним проверить, все ли у вас соответствует на вашем сайте. Чуть по окончанию вебинара я тоже этот файлик подгружу. Так, ладно, хорошо, продолжим тогда демонстрацию. Я буду продолжать демонстрацию рабочего стола и на несколько вопросов, которые тоже часто возникают при ведении сайтов, попробуем ответить. Требования к защите персональных данных. Во-первых, какие законы и подзаконные акты регулируют защиту персональных данных? В этой презентации вы как бы уже ссылки даже есть на те документы, о которых здесь говорится. То есть вот почему-то не сработала ссылочка. Ага, сработала все-таки ссылочка. Вот видите, то есть когда вы будете использовать эту презентацию, то можно по ссылкам переходить прямо в документы, о которых здесь идет речь. То есть вот здесь перечислены те нормативные документы, которые регулируют требования к защите персональных данных. На официальных сайтах мы часто выкладываем какую-то информацию, поэтому несколько слов вот буквально о персональных данных. Вопрос, что относится к персональным данным? Персональные данные – это любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Часто его еще называют, ну и в законе так, это субъект персональных данных. Регулирует, в общем-то, основной закон, который регулирует работу с персональными данными, это 152 ФЗ от 2006 года. Ну и вот тут, в частности, перечислены те данные, которые являются персональными данными. Ну вот сейчас еще к персональным данным относится также и адрес электронной почты. Ну, оператором персональных данных в образовательной организации является сама образовательная организация. То есть это школа или детский сад и так далее. И возникают еще иногда вопросы, необходимо ли согласие на обработку персональных данных, в частности, согласие родителей. 152 ФЗ как раз регулирует, что согласие должно быть в обязательном порядке, и оно может быть получено любым способом, и даже в форме договора, предположим, может быть такой вариант. Требуется ли согласие педагогов, то, о чем мы уже говорили, вот на ту информацию, которая
которую мы размещаем в обязательном порядке. Это фамилия, имя, отчество, это занимаемая должность, это преподаваемые дисциплины, ученая степень, ученое звание при наличии, наименование направления подготовки или специальности, данное повышение квалификации или профессиональной переподготовки, общий стаж работы и стаж работы по специальности. Законом эти данные определены, что они должны быть, ну, в частности, 152 ФЗ и законом об образовании, поэтому согласие на вот это размещение данных, этих данных на сайте от работников, от учителей, от педагогических работников не требуется. По поводу фотографий вопрос очень сложный, вот, потому что фотография относится, как бы, может относиться к биометрическим персональным данным и должны обрабатываться с письменного согласия. Однако вот ниже ГОСТ, если его посмотреть, он достаточно сложный, то там очень скрупулезно прописаны все требования к биометрическим персональным данным, в частности к фотографии. Поэтому надо его почитать, посмотреть. То есть не любая фотография может быть биометрическими персональными данными. То есть вот в этом ГОСТе как раз прописаны, что требования к фотографии, когда она будет биометрическим персональным данным. Ну, во избежание каких-то недоразумений, может быть, все-таки согласие следует взять, чтобы потом не было недоразумений. Хотя в ГОСТе очень там крутые требования прописаны, посмотрите, будет время. По поводу версии сайта для слабовидящих. Значит, это требование прописано в документах, которые здесь сейчас на слайде. Это письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования от марта 2015 года. Это федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации, статья 14. Это федеральный закон 531 о внесении изменений в статьи 13-14 закона об информации. То есть эта кнопка у нас должна, и слабовидящие должны иметь возможность там увеличить шрифт или увеличить всю информацию на просматриваемом сайте. И один из последних сайтов – это список законов и подзаконных актов, которые регулируют создание и ведение сайтов. Значит, их достаточно много. Вот просто удалось собрать их все в одном месте. Может быть, вам пригодятся эти нормативные документы. Значит, в презентации моей были использованы материалы и вот адрес сайта, с которого я их взял. Там, кроме этих вопросов, еще есть ряд ответов на некоторые вопросы. Поэтому можно будет этот сайт посмотреть. И ссылочка еще здесь на запись вебинара, который мы проводили 14 марта. Он находится в видеозале Криро. И там уже более подробно вот разобраны все вот эти документы, о которых я сейчас здесь просто вкратце упомянул. Значит, здесь на сайте, на слайде представлены мои контактные данные, поэтому если будут возникать вопросы, можете обращаться, можете звонить. Ну, в том числе эти данные есть на сайте Криро. Значит, и сейчас я обещал еще один документ разместить, подгрузить. Так, может быть, есть какие-то вопросы? Вот вопросы желательно задавать в закладочке «Вопросы», потому что сейчас я в этом самом, в чате, скорее всего, потеряюсь. Так, значит, здесь у нас идут приветственные слова. По поводу фотографий детей тоже неоднократно возникали эти вопросы. То если эта фотография какая-то групповая, ну, как бы специалисты отвечали на этот вопрос. И если посмотреть уроки с Роскомнадзором, которые мы проводили, и записи их тоже на сайте Криро есть, уроки с Роскомнадзором, вот мы в первом полугодии проводили и проводили в прошлом году, то ответ был следующий.
Ответ был следующий, что если групповые фотографии, то, в принципе, не надо брать согласие. Но если это индивидуальные какие-то фотографии, то есть ребенок отчетливо виден на этой фотографии, то лучше взять разрешение с родителей на размещение этих фотографий. Ну, тем не менее, надо быть осторожными с фотографиями. Если у кого-то, коллеги, если кто-то знает и подтверждено, может быть, документально, вот как сейчас мне помогают тоже, то можно, значит, в чате выкладывать ответы на поступающие вопросы. Да, еще раз, презентацию можно скачать в нижнем окне, и сейчас сюда же я попробую подгрузить еще один документ. Может быть, вам он поможет проанализировать свой сайт, пройтись прямо по пунктам. И у нас запланирован тоже мониторинг сайтов. Скорее всего, где-то в ноябре-декабре мы будем такой мониторинг проводить. Ну вот файлик экселевский называется «Требования к сайтам». По этим, в общем-то, критериям мы сейчас и проводим мониторинг. Прошу еще не забыть письмо, которое внесло изменения по требованиям к инвалидам. То есть программы с ОВЗ у вас должны быть указаны, требования к помещениям тоже должны быть указаны на сайте. Поэтому тоже не забываем про эти требования. Коллеги, какие будут вопросы? Почему нельзя в виде схемы? Ну, к сожалению, вот в тех нормативных документах, с которыми я вас сегодня познакомил, посмотрите, и требования Роскомнадзора, и требования Минобра, там нет такого слова, что в виде схемы. Там в текстовом, либо в табличном виде. Я не знаю, надзорные органы, если будут проверять, придерутся ли к этому моменту, честно говоря, но вот на самом деле это так. Если вы хотите, чтобы у вас все было, нормально, то надо выполнять эти требования.
Так, значит, сейчас я из презентации еще скину вам ссылочку на сайт, где можно это будет почитать, посмотреть, и ссылочку на запись требований, и ссылочку на... Так, что-то не то у меня вставилось. Ладно. Значит, чтобы скачать документ, в нижнем окошке у вас там, в нижнем окошке, да, вот вопрос еще поступил, что вы скажете по заполнению страницы «Информационная безопасность». Одним из последних писем Роскомнадзора было регламентировано, что такая страница должна быть. Но, к сожалению, потом, по-моему, там ничего не прописано о том, что должно быть на этой странице, но, тем не менее, эта страница должна быть. По-моему, я о ней говорил в предыдущем вебинаре. Посмотрите, что там. Вот. Так, это ссылка на сайт и ссылочка еще на запись вебинара, который мы проводили в марте. Это ссылочка на мартовский вебинар. Так, и здесь еще был вопрос, будут ли требовать микроразметку, свойства атрибута. Честно говоря, не скажу, не отвечу на этот вопрос. Как бы это уже, да, в области, наверное, там таких специальных требований. Но мы, по крайней мере, на это пока особого внимания не обращаем. Ну вот, в принципе, вся информация, которую я хотел довести до вас сегодня. Поэтому посмотрите все это сейчас. Коллеги, давайте я укажу свою почту. У кого не высветилась презентация, напишите мне на почту, я вам отправлю. Значит, кто-то из слушателей ответил, что все нормально, вот в нижнем окошке высвечивается. Там, где окошко «Файлы», высвечивается и презентация, и требования к сайтам. Здесь вот сейчас еще укажу свой адрес. И у кого не получилось скачать презентацию, напишите, требований нет, да? Странно. Так, сейчас попробуем попереключать режимы. Стояло запретить, что ли, скачивание презентации. Так, материалы. Посмотрите в закладочке «Материалы». В закладочке «Материалы» можно еще посмотреть. Сверху у вас менюшечка, где вопросы, а рядом материалы.
Закладочки, материалы. Спасибо всем за внимание. Всем удачи. До свидания. Коллеги, кто еще не выключился из вебинара, значит, мы закончили вебинар. Еще посмотрите, вот там окошко, где документы, где презентация. Там, где презентация и требования к сайту, окошко. А чуть правее папочка такая. Папочка, откуда вы можете скачать эти документы. Не внизу, не там, где файлы. Я выключу сейчас этот режим, чтобы файлы не были видны. А вот прямо в строке, где презентации, справа у вас такая папочка. Открываете ее. Ну, давайте сейчас демонстрацию экрана, что ли, включу. Сейчас демонстрацию экрана включу и покажу. Ну, к сожалению. Так. Вот справа у вас вот здесь папка, и здесь вы можете скачать документы. Скачать, скачать. Странно. Странно, странно, почему нет папки. Так, сейчас зададим вопрос разработчикам платформы. Из этой папки надо запустить файлы. Давайте попробуем из этой папки запустить. Так, сейчас тоже нет в нижнем окне ничего. Так, мы сейчас... Ага, появилось. У кого-то появилось, у кого-то нет. Только презентация. Так, ну вот предлагают обновить страницу. Ctrl F5 можно. Ctrl F5. Либо просто F5.
Попробуйте обновить страницу.